Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 28 августа, день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И этот великий праздник выпал на воскресенье. Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с давних времен. О нем упоминается в сочинениях блаженного Иеронима, блаженного Августина и Григория, епископа Турского. В IV веке он уже повсеместно праздновался в Византии. По желанию византийского императора Маврикия, одержавшего победу над персами 28 августа, день Успения Богоматери с 595 года сделался праздником общецерковным. Но первоначально праздник совершался не в одно время. В одних местах в январе месяце, в других в августе. Так на Западе в Римской Церкви в VII веке 31 января праздновалась кончина Девы Марии, а 27 августа взятие на небо. Общее празднование Успения 28 августа в большинстве восточных и западных церквей устанавливается лишь к VIII-IX векам. Основной целью установления праздника было прославление Богоматери и ее Успения. К этой основной цели в IV-V веках присоединяется и другая – обличие заблуждений еретиков, посягавших на достоинство Богоматери, в частности, заблуждение калеритиан, еретиков IV века, отрицавших человеческую природу Пресвятой Владычицы. В V веке написаны стихиры на этот праздник святым Анатолием, патриархом Константинопольским, а в VIII веке два канона святым Косьмою и преподобным Иоанном Дамаскиным. Священное Писание нам повествует следующие слова. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом, обращаясь к ученику, говорит: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелие от Иоанна и повествует о том, что Иисус, претерпевая крестные страдания, поручает свою матерь заботам любимого ученика. Пресвятая Богородица поселилась в доме Иоанна Богослова недалеко от Елеонской горы. Она была с теми, кто поддерживал и утверждал молодую христианскую церковь. Уверовавшие во Христа приходили в Иерусалим из дальних стран, чтобы увидеть и услышать Богородицу. Апостолы записывали все, что она рассказывала о своей жизни и о земной жизни своего Сына. Церковный историк Никифор подобно изложил предание, которое передает обстоятельства Успения Пресвятой Владычицы. Предание основано на свидетельстве священномученика Дионисия Ареопагита и сочинении епископа Сардийского Мелитона, составленного во II веке. Никифор писал о том, что многие из тех, кто не верил в учение Христа, покусались на жизнь Матери Божьей. Из дома она выходила только в церковь и всегда в сопровождении близких. Нередко она приходила к святому гробу Господню на Голгофу и там усердно молилась. В одно из таких посещений ей явился архангел Гавриил и поведал о скором ее переселении из этого мира в мир небесный, вручив ей в залог пальмовую ветвь. Пресвятая Богородица рассказала об этом Иосифу из Аримафеи как о благой вести, потому что скоро она должна была увидеть своего Сына возлюбленного. По молитве Божьей Матери сделалось так, что ко времени Успения в Иерусалим из дальних стран стали собираться святые апостолы. Святой Иоанн Дамаскин говорил, что они слетелись подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божьей. Она сообщила им, что скоро покинет их. Во время беседы с апостолами перед ней чудным образом предстал апостол Павел со своими учениками. И вот наступил час, когда должно было совершиться Успение Божьей Матери. Апостолы окружили ложе, на котором пребывала Дева Мария. Внезапный свет затмил пламя горевших свечей, и сошел сам Христос, окруженный ангелами и архангелами. Видевших это, охватил священный трепет.
Божья Матерь произнесла: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем, яко презрено смирение рабы своя». Без страдания, как бы во сне, душа Пресвятой Девы покинула этот мир и отошла к вечной жизни. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков и другие понесли одр, на котором лежало тело Пресвятой Богородицы, через весь Иерусалим в Гефсиманию. Над процессией явилось облако света, и послышалось звуки небесной музыки. О погребальном шествии донесли первосвященникам. Они же послали стражу, чтобы разогнать процессию, но облако спустилось к земле и закрыло ее от нападавших. Были слышны шаги и пение, но никого не было видно. Первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. Афоний ужаснулся и раскаялся. Он получил исцеление и стал исповедовать учение Христа. К вечеру святые апостолы положили тело Пресвятой Богородицы во гроб и закрыли вход в пещеру большим камнем. По Божьему промыслу апостол Фома не присутствовал при погребении Богородицы, но пришел в Иерусалим по прошествии 2 дней на 3 и стал плакать возле гроба. Апостолы сжалились над ним и отвалили камень от гроба, чтобы апостол Фома мог приложиться к святому телу Преснодевы. Но тело ее исчезло, и в пещере лежали только погребальные пелены. Пречистая Богородица была взята на небо в теле. Вечером того же дня за трапезой им явилась Матерь Божия и произнесла: «Радуйтесь, я с вами во все дни». В ответ апостолы воскликнули при преломлении хлеба: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Праздник Успения Пресвятой Богородицы торжественно совершается в Гефсимании, на месте ее погребения. Здесь возведен храм, в котором хранятся погребальные пелены Пресвятой Владычицы. В IV веке священный покров был перенесен во Влахернский храм. В 866 году русский флот подошел к Константинополю, и город был осажден язычниками. Император и патриарх Константинопольский молились всю ночь во Влахернском храме, а затем погрузили погребальную ризу Богоматери в море. Внезапно поднялась буря и разметала русские корабли в разные стороны. Русь потерпела поражение, которое ознаменовало победу христианства. В Русской Православной Церкви праздник Успения Божьей Матери почитается особо, равно как и чудотворные иконы Успения, Киево-Печорская, 2 иконы Московского Успенского собора, Псково-Печорская и другие иконы Божьей Матери. Дорогие телезрители, я желаю, чтобы покров Божьей Матери постоянно пребывал с вами, и чтобы заступничество ее пред Господом нашим Иисусом Христом укрепляло вас, даровало вам здравие и душевное спасение. Пусть мир и Божье благословение пребывают с вами.